Тумсо, расскажешь сегодня про убитую женщину в Чечне. Я знаю, что сейчас это, наверное, самая такая актуальная у нас тема, она всех беспокоит. Случай на самом деле просто вопиющий, действительно, и мы понимаем, что там есть что-то очень темное в этой истории, нас обманывают, нам не договаривают. Я сделал об этом обращение у себя в Инстаграме, кто видел. Но после этого, как вы знаете, вчера ее тело было эксгумировано. Следственный комитет возбудился по этому поводу, значит, эксгумировали тело, и они сейчас должны провести судмедэкспертизу, установить причину смерти, ну и, в общем, прочие там детали этого происшествия. Пока, на данный момент, вот прямо перед началом эфира я проверил все ресурсы новостные, в том числе я посмотрел, опубликовали ли по этому поводу что-нибудь ЧГТРКшники. Но нет, пока никакой официальной информации нет. Я знаю, что и вы наверняка слышали эти голосовые сообщения о том, что могила была в крови, что ее похоронили заживо, только в этом случае могла течь кровь и так далее. Я тоже это, разумеется, слышал, но я не готов сейчас это никак комментировать, потому что это всего лишь какая-то голосовая запись неизвестного нам человека. Я не знаю, насколько это правдиво, насколько это реально. Поэтому давайте сейчас не будем ничего на эту тему комментировать. В целом мы прекрасно понимаем, что что-то там не так. Эту девушку, по всей видимости, возможно, ее убили по неосторожности, может, это несчастный случай, но факт, что там что-то нечисто, это абсолютно точно. Ее так скоро бы ее не захоронили. Ночные похороны в Чечне это вообще из ряда вон выходящий какой-то случай. Это очень редко такое бывает. У нас не хоронят людей ночью. Несмотря на то, что это никак не противоречит исламу, но захоронение человека в ночное время, после уже того, как солнце село, это считалось всегда у нас признаком ваххабизма. У нас всегда обвиняли ваххабитов, вот этих пресловутых ваххабитов, в том, что они якобы, человек не успевает умереть, еще вот душа из него не вышла, они его уже несут на могилы, на кладбище. Вот так вот нам говорили. Это очень такой, должен быть, экстраординарный случай, чтобы человека похоронили ночью. А здесь эту девочку, она не успела умереть, ее сразу же все, что нужно было сделать, якобы сделали, омовение тела и так далее, и в ту же ночь ее хоронят. И объясняют нам это тем, что этот имам, официальный имам мечети в Удальмесе, объясняет это тем, что якобы сейчас же коронавирус, непонятно как он связан с захоронением человека, вообще с этой темой. Сейчас же у нас, говорит, коронавирус и тепло, сейчас лето, он говорит, тепло, тело быстро разлагается. Поэтому, мол, было принято решение захоронить его сразу. Как будто бы это первое лето в истории чеченцев. Мы до этого никогда летом не жили, у нас люди летом не умирали, мы летом не хоронили. Как будто ни у кого в доме нет кондиционера, чтобы в прохладном помещении тело пролежало до утра. Я не сторонник того, чтобы людей не хоронили ночью, что вы должны правильно понимать. Я говорю, что да, человека можно и ночью похоронить, в этом нет проблем. Но здесь я просто говорю, что такое поведение, оно настораживает. И это уже говорит о том, что, если произошел такой несчастный случай, девочка умерла, мать не верит в это, мать обвиняет в этой смерти сторону ее мужа, как минимум надо было провести какое-то расследование, нужно было дождаться до утра, дать всем убедиться в том, что действительно это просто несчастный случай, может она сама, может быть, умерла, как они говорят, ей стало плохо, у нее якобы была эпилепсия, она упала с крыльца и умерла. Мать опровергает, говорит, что никогда не было у нее эпилепсии. То есть, когда такой спорный момент и такая спешка в захоронении, это, конечно же, сразу же дает почву для подозрения. И у меня нет сомнений, что в этой истории что-то нечисто. Вообще я не сомневаюсь, я уверен, что там много всего мы еще об этом узнаем. Скорее всего, теперь официальная власть попытается, даже если они признают факт ее убийства, все равно они теперь попытаются какие-то острые углы в этой теме обойти. Как есть все кощунство этой истории, они не преподнесут, потому что они уже выпустили репортаж, в котором они, по сути, обеляли сторону ее мужа, по сути, преподносили это все так, якобы
сторона защиты этой девочки, та сторона, которая говорит, что ее убили, что они якобы ставят под сомнение работоспособность правоохранительных органов кадыровских, заставили даже извиниться там ту женщину, которая голосовое распространила. И на этом фоне они, конечно, сделать такой мощный откат не посмеют. Ну, не захотят так сильно, понимаете, ударить в грязь лицом. Но мы им поможем, это я обещаю. Если сейчас выяснится, что если они признают, что действительно девочка была убита, то мы поможем им окунуться в грязь этой пропаганде. В общем, мы ждем сейчас официальных заявлений от следствия и от кадыровской пропаганды. Как только у нас появится какая-то официальная информация в этой теме, тогда мы это, иншаллах, прокомментируем. Говорят, выкопали ее, и все они задержаны, кто в этом участвовали. Мне интересно, что скажет этот имам и те, которые свидетельствовали. А мне больше интересно, что скажет пропаганда. Вот мне не настолько интересно, что скажет этот имам, что скажут те, кто омывали это тело, что скажет работник этой скорой помощи, что скажут менты. Хотя менты, вот это интересно, конечно, будет. Меня сейчас первое, что меня волнует, и самое важное в этой истории, как себя поведет теперь пропаганда после вот того ролика на днях записанного об этой истории? Что скажет пропаганда? Что скажет кадыровская правозащитница Хеда Саратова? Что скажет об этом кадыровская МВД? Как они теперь будут выпутываться? Вот что мне интересно. Эти-то понятно, совершили преступление, решили скрыть. А, кстати, мотивы ведь тоже здесь очень интересные. Мотивы, почему они решили это скрыть? Как так получилось, что столько людей, задействованных в этой процедуре, все покрывают сторону мужа, если, конечно, девочка убита, да, мы сейчас пока ничего не утверждаем. Но зачем они покрывали, что ими двигало, какой был у них мотив? Это ведь гораздо интереснее в этой истории. А мотив-то может быть только давление со стороны власти, какая-то аффилированность со стороны мужа с властью. Что-то здесь в любом случае связано с этим. Поэтому мы сейчас ждем и пристально наблюдаем за этой темой. Я представляю, насколько для пропаганды сейчас это сложный момент, да, зная, сколько вот людей, сколько сил, сколько людей интересуются этой темой и пристально за ней наблюдают. Как сложно вам, да, подготовить сейчас какой-то материал, который бы вас обелил в этой ситуации. А невозможно ведь.